Рэй Равилович, добрый день. Сегодня 7-я игра 1/8 финала. Вы являетесь бессменным ведущим этой игры. Как вы все успеваете? Ну, я, во-первых, все не успеваю. Вообще, Тархан для меня, конечно, это мое профессиональное хобби, я честно признаюсь. И вы знаете, настолько этим Тарханом заинтересовались мои дорогие коллеги, что сегодня передачу вместо меня проведет мой коллега, мой заместитель по воспитательной работе Туманин Виктор Евгеньевич. Неожиданный поворот. Ну что ж, мы Пожелаем спешим на ему площадке. Да. Пожелаем ему удачи. Приветствую вас, уважаемые любители и знатоки истории, на 5-м юбилейном сезоне историко-культурного проекта «Тархан». Организаторами конкурса являются Министерство культуры Республики Татарстан и Казанский федеральный университет. Напомню, что главным призом нашего конкурса является возможность стать студентом Казанского федерального университета по одному из двух направлений. История тюркских народов. Второе направление – это политика и экономика тюркских народов. Сегодня проходит 1/8 игра нашего проекта. Ну и думаю, что сейчас настало время познакомиться с нашими участниками. Итак, встречаем. Рашид Айбетов, город Ульяновск. Алина Владимирова, город Казань. Инзиля Гарипова, Кукмарский район. Диляра Гимазиева, Тукаевский район. Денис Донских, Кукмарский район. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Ребят, вас сегодня здесь 5 человек. Из вас 5 в следующий тур смогут пройти лишь 3, которые смогут нашим дорогим уважаемым экспертам доказать, что они самые лучшие знатоки. И теперь, наверное, самое время познакомиться с жюри. Совершенно верно. Итак, Ленар Фергатович Абзалов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана Казанского федерального университета. Айрат Халитович Тухватуллин, кандидат исторических наук, доцент кафедры исторического и обществоведческого образования. Екатерина Станиславовна Пермякова, корпоративный тренер, преподаватель русского языка для взрослых и участник проекта «Легенда Литрес». 2026 год объявлен в России годом единства народов нашей страны, и это придает особое значение, особый смысл нашему проекту. Напомню нашим уважаемым зрителям, что все участники писали эссе, в котором рассказали о себе. Рашид, я вот прочитал твое эссе. Скажи, пожалуйста, вот какая личность является самой яркой? Та историческая личность, которая смогла тебя покорить? Для меня это, наверное, Шихабуддин Марджани, который является теологом, востоковедом, философом. Спасибо. Алин, а вот ты написала, что для тебя история не просто наука о прошлом. Ну, для меня это то, что мы понимаем сейчас, видим около нас, окружает то, что культура, здания, обширная история нашего времени. Хорошо. Инзиля, вот скажи, пожалуйста, а чем знаменит Кукмар сегодня? Я не побоюсь сказать, что Кукмар — это промышленный центр всего Татарстана. У нас производятся самые лучшие валенки, самая лучшая посуда. Ты любишь свой город? Конечно. Замечательно. Следующий наш участник – Диляра Гимазиева. А у тебя какая мечта есть? Я мечтаю поступить в Казанский университет, факультет международных отношений. В Институт международных отношений, истории и востоковедения. Замечательная мечта, и я уверен, у тебя есть прекрасные шансы исполнить свою мечту. Ну и еще один участник. Здравствуй, Денис. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, а зачем ты хочешь изучить историю? История — это очень важная часть моей жизни. Я интересуюсь историей, мои родители интересовались историей. Хочешь стать профессиональным историком? Конечно. Ну что ж, мы познакомились с нашими сегодняшними участниками и двигаемся дальше. Напомню, что тема нашей сегодняшней игры – это Казанский край во второй половине 16-го, начале 20 веков. Перед каждым из вас сейчас находится планшет. На этом планшете вы увидите вопросы. Для каждого вопроса будет 4 варианта ответа. Тому, кто ответит правильно, будут присуждены баллы.
Тому, кто первый ответит, будет добавлен 1 дополнительный балл. Все готовы? Да. Ну, замечательно. Поехали тогда. Первый вопрос. К какому времени относится выступление Тугаевых детей? К 50-м годам XVI века, к 70-м годам XVI века, к 80-м годам XVI века, к 90-м годам XVI века? Алина, ты дала первый ответ. То какой ты выбрала вариант? Второе, к 70-м годам 16 века. Ну, вроде бы как именно в 70-м был Тугаевских детей. Ну, ты так думаешь. Ну да. Рашид, скажи, пожалуйста, а ты какой вариант выбрал? Я выбрал первый вариант ответа, потому что, если я не ошибаюсь, то Тугаевы дети — это самое начало восстания, этого восстания. После присоединения Казанского края к России. Да. Уважаемые эксперты, пожалуйста, прокомментируйте ответы наших участников и скажите, какой же из них правильный. Ну, действительно, все представленные даты, они отражают определенные этапы народных волнений, борьбы с царской властью. Но здесь Рашид был прав. Выступление Тугаевых детей относится к 50-м годам XVI века, так называемой Казанской войне, или еще по-другому эти войны у нас называются Черемисскими войнами. Спасибо. На первый вопрос правильно ответили Рашид и Инзиля. Поздравляем вас с первым шагом к победе. Двигаемся дальше. Укажите крепость, входившую в состав Закамской засечной черты. Новошишминск, Мамадыш, Яранск и Тетюши. Итак, первый ответил у нас Диляра. Я выбрала второй вариант, но я не совсем уверена в том, что он правильный, и больше опиралась на интуицию. Инзиля, скажи, пожалуйста, а ты как думаешь? Ну, я выбрала первый вариант ответа, А почему? но я старалась руководствоваться своими знаниями по географии И по истории. и по истории. Да. Молодец. Надеюсь, они тебя не подведут. Скажи, пожалуйста, Рашид, какой же вариант выбрал ты? Я выбрал первый, так как второе — это не за Камой, а, получается, до Камы. Яранск — это Вятская губерния, это на севере, ну, это Удмуртия современная, и Тетюши — это не за Волгой, а, получается, до Волги. Рашид и Инзиля тут ориентировались, с одной стороны, на свою интуицию, с другой стороны, на знание географии. В принципе, ответ Рашида был достаточно полным. Действительно, за Камой находится лишь Новошишминск, а все остальные города и поселки современные находятся совершенно в других географических областях. У нас правильно на этот вопрос ответили Рашид и Инзиля, а мы двигаемся дальше. Третий вопрос. Во второй половине XVIII века имперская власть активно использовала татарских купцов в качестве посредников в торговых отношениях с какими народами и с какими регионами? Народами Средней Азии, странами Южной Европы, народами Крайнего Севера и странами Центральной Европы. Алина, какой вариант выбрала ты? Первый. Почему? Ну, мне не изменяет вроде память то, что они с самого начала торговали со Средней Азией, вставляли туда разные зерна, а от Азии они получали чай, вроде как. Который тоже шел транзитной торговлей и приходил сюда, в наши края. Так, Денис, ты какой ответ выбрал на этот вопрос? Я тоже выбрал первый вариант ответа, потому что, как по мне, Татарстан ближе всего находится к народам Средней Азии, и с ними торговать было удобнее всего. На этот раз ребята все практически, можно сказать, справились с этим вопросом. Действительно, татарских купцов использовали в качестве посредников в торговых отношениях с народами Средней Азии. Замечательно. Ребята, поздравляю. У нас сегодня впервые на программе все участники ответили правильно. Молодцы. Ну что же, двигаемся дальше. Укажите одного из руководителей татарских отрядов, которые отправились в ополчение Кузьмы Минина и Пожарского. Кто был руководителем этих отрядов? Лукьян Мясной, Иштиряк Абыс, Габдулла Галиев и Шариф Якубов. Так, Диляра, расскажи, пожалуйста, а ты какой вариант выбрала? Я выбрала второй вариант. Он показался мне более знакомым, и как будто я про это где-то читала. Рашид, а ты какой вариант выбрал? Я сомневался между первым и четвертым. Третий — это потому что Габдулла Галиев — это Батырша. Батырша — это конец XVIII века. Иштиряк Аббас — это, по-моему, тоже сюда не относится. Лукьян Мясной, я подумал, что это не татарин, поэтому выбрал
Шарифа Якубова. Здесь логика Рашида немного подвела. Дело в том, что Лукьян Мясной, будучи русским дворянином, возглавлял отряд казанского ополчения. Ну что ж, а у нас правильно ответила, получается, Алина. Ну и переходим к заключительному вопросу нашего этого тура. В годы правления какого российского императора в Казани было решено построить особый военный госпиталь на 300 человек больных? Это Петр III, Павел I, Александр I и Николай I. Первым у нас ответил Денис. Я выбрал третий вариант, и потому что мне показалось, что это действие больше всего подошло бы Александру Первому. Рашид. Я выбрал второй, Павел I. Я тут точно на интуицию. Точно на интуицию. Интуиция не подвела большинство участников нашего конкурса. Госпиталь на 300 коечных мест был открыт именно при Александре I. Большое спасибо. А правильно на этот вопрос у нас ответили Алина, Инзиля, Диляра и Денис. К сожалению, вопросы на этом этапе у нас закончились. Я хотел бы огласить общее количество баллов за первый наш конкурс. Итак, Инзиля 12 баллов, Алина 11 баллов, Рашид 11 баллов, Денис 7 баллов и Диляра 6 баллов. Двигаемся дальше. Итак, во втором туре у нас сегодня перед вами вы видите 4 категории вопросов. Это история, политика, культура и география. И причем в каждой категории есть вопросы 3 уровней сложности. Право выбора первого вопроса у Инзили, поскольку Инзиля у нас набрала наибольшее количество баллов. Выбирай, пожалуйста. Культура 5 баллов. В 1820-1825 годах этот известный деятель являлся учителем гражданской архитектуры в Казанском университете. По его же проекту было построено главное здание Казанского университета. Укажите, пожалуйста, имя этого архитектора. Инзиля. К сожалению, я не помню имя, но помню фамилию. Это Пятницкий. Главное здание университета было построено по его проекту, а научные лаборатории, обсерватории были построены по проекту Кариновского. Молодец. Так, хороший ответ. Виктор Евгеньевич, более того, не то что хороший, а исчерпывающий ответ дала Инзиля, да? Правильно, конечно же, Петр Григорьевич Пятницкий. Молодец, Инзиля. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Культура за 7 баллов. Благодаря внедрению нового метода в конце XIX века братьями Губайдуллой и Габдуллой Нигматуллинами, это медресе стало одним из передовых мусульманских учебных заведений Российской империи. Укажите название и местонахождение этого учебного заведения. Первым нажал на кнопку Рашид. Это медресе Ишбуби, находящаяся в селе Ишбуби Вятской губернии. Рашид прав абсолютно. Это действительно медресе находится в село Ишбобья в Агрызском районе Республики Татарстан. Он даже назвал правильно губернию. Это село входило в состав Вятской губернии. И 19 августа 2021 года состоялось торжественное открытие дома-музея. Рашид, ты заслуженно получаешь 7 баллов за такой не самый простой вопрос. Какой вопрос у нас будет следующим? Давайте история за 7. Когда и с какой целью формируется такая категория населения, как лашманы? Алина, скажи, пожалуйста. Лашманы — это те люди, которые вырубали леса для постройки кораблев. Это было вроде как при Петре Первом. А зачем при Петре Первом надо было так много срубать деревьев? Ну, они же хотели взять Балтийское море. И построить огромный, мощный флот? Да.
Алина действительно права. Появление лашманов было связано с указом Петра I от 31 января 1718 года. И, соответственно, лашманское население должно было заготовлять корабельные леса для российского морского флота, который в то время как раз занимался войной в районе Балтики. Алина, поздравляем тебя. Ты заслуженно зарабатываешь 7 баллов. Двигаемся дальше, Алин. Политика за 5. Какую позицию занял Никанор Шульгин по отношению к новому царю Михаилу Романову? Рашид? Он не принял Михаила Романова, и после этого его свергли и сослали. Свергли Шульгина, ты имеешь? Шульгина, да. А почему Шульгин так негативно отнесся к Михаилу Романову? Никанор Шульгин – это идеолог Казанского государства. Он хотел создать на территории Казанского края христианское государство, отдельное от Москвы, и поэтому он не хотел подчиняться московскому царю. Рашид, если не секрет, откуда у тебя такие глубокие познания в истории? Интересуюсь очень сильно. Ну, Рашид молодец. Я тоже удивлен вашими глубокими познаниями. В общем и целом Рашид прав. Хотя, если обратиться по данным новой летописи, летописец считает, что он выступил против нового царя или же нового претендента на царский престол. Но в конечном итоге, вот Рашид правильно отметил, он был свергнут и в конечном итоге сослан в Сибирь. Но здесь вот следует заметить, что Никанор Шульгин действительно хотел выторговать для казанского государства какие-то преференции. Рашид ответил правильно, и он получает заслуженные 5 баллов. Ну что ж, Рашид. Давайте география за 7. В каком городе располагалась медресе Низамия, основанная татарским просветителем, учеником Марджани Габдрахманом Гумеровым? Рашид, пожалуйста. Астрахань, Габдрахман Гумеров – это астраханский татарин, который являлся учеником Марджани. Часто его приписывают к нагайцам, но на самом деле нет, он все-таки татарин. Виктор Евгеньевич, Рашид снова дал правильный и исчерпывающий ответ. Да, действительно, это было ведущее медресе вот в Нижнем Поволжье. Ну что ж, а я хотел бы огласить результаты первого и второго конкурса. Итак, Рашид получает 30 баллов, Алина заработала 18 баллов, у Инзили 17 баллов, Денис стал обладателями 7 баллов и у Диляры 6 баллов. Мы переходим к третьему туру нашей сегодняшней игры. Ребят, мы сегодня находимся в стенах Национальной библиотеки Республики Татарстан. Каждому из вас будет дана возможность прочитать отрывок из литературного произведения классиков нашей литературы. Причем работы Джалиля, Амирхана и Тукая можно выбрать как на русском языке, так и на татарском языке. Каждый из вас выберет книгу. Номер страницы определят наши уважаемые эксперты. Рашид, чьи произведения ты нам сегодня зачитаешь? Джалиль на татарском. Рашид, пожалуйста, 225-я страница. Тузлы балык. Ник шахырдың су буенча үзең шунда килмәгәч, ник әйттердең сөям дип, үзең дә миндә димәгәч, ник елмайдың каш сикертеп, яратмагач йөрмәгәч, ник ашаттың тузлы балык, соңыннан су бирмәгәч. Спасибо тебе, Рашид. Ну, а мы двигаемся дальше. Алина. Джалиль на русском. Алина, 68-я страница. Синеглазая озорница, а голубая плавница, молодая радость моя, друг по имени Хадия. Не жеманница, не болтушка, как близка мне моя подружка. Все гляжу я, не нагляжусь. Даже с глаз ее боюсь, как кликну ее замечу, так и рвется ко мне навстречу. Бьется сердце мое в груди, мало места ему,
«Поди». Спасибо большое, Алина. Инзиля. Муса Джалиль на татарском. Уважаемые эксперты, какая страница? 176. Муса Джалиль айрылу. Шитен дә соң артык һичбер вакыт күрешмәсне сизеп айрылу. Мәхәббәт һәм дуслык җир йөзендә булган чакта бөтен байлыгың. Мәхәббәт һәм дуслык җебе белән баглаганда керсез күңелләр бер-берсеннән башка бар мәгънәсен югалтканда җирдә гомерләр. Большое спасибо, Инзиля. А мы двигаемся дальше. Итак, Диляра. Муса Джалиль на русском. 80-я страница, Диляра. Твой взгляд. Твой взгляд подобен летнему дождю. Он словно солнце, светел, чист и ярок. И как весну я с нетерпением жду. Один твой взгляд — бесценнейший подарок. Своим лучистым теплым взором ты мне сердце наполняешь вдохновением. Прекрасно, как весенние цветы, во мне родится песня в то мгновение. Ну, Денис, тебе заключительное слово. Я, наверное, не отличусь, тоже выберу Мусу Джалиля на русском языке. Денис, пожалуйста, 117-е. Из госпиталя. Я ранен. Когда на окоп с позаранку рванули машины врага, метнул я гранату по ближнему танку, и вдруг ослабела рука. Гранатой, обрызганной кровью моей, успел подорвать я его, и пламя на миг озарило траншею, как вместе мое торжество. Казалось мне, вижу я славу отчизны, и сладость победы постиг. А в сердце почти уже не было жизни, и землю, обняв, я затих. Очень хорошо. Спасибо большое, Денис. Ну что ж, уважаемые эксперты, просим вас оценить. Итак, первым у нас выступал Рашид. Пожалуйста, ваши баллы, которые вы ставите Рашиду. 4, 4, 5. Как выступила, на ваш взгляд, Алина? 5, 3, 5. Разнообразное мнение у наших экспертов. Следующий у нас выступала Инзиля. Все эксперты 5 баллов. Инзиля, поздравляю тебя. Затем у нас была Диляра. 5, 5, 4. Ну и завершающим выступлением у нас было выступление Дениса. 4, 5, 5. Поздравляем всех наших сегодняшних участников. К сожалению, все подходит к своему концу. Я хотел бы огласить итоговые баллы. К сожалению, каждая игра – это игра. И в каждой игре есть не только победители, но и те, кто проиграл. Денис – 21 балл и Диляра – 20 баллов. Нам очень приятно, что сегодня вы приняли участие в нашей программе. Рашид набрал 43 балла, Инзиля – 32 балла, Алина – 31 балл. Ну, а те, кто стали победителями нашего сегодняшнего этапа, помимо подарков мы вручаем вот эти вот деревянные пайдзы, которые становятся символом вашего пропуска в 1/4 нашего финала. Друзья, это был историко-культурный конкурс «Тархан», где любители истории борются за право стать студентами Казанского федерального университета. Ну, а с вами мы надеемся увидеться в ближайшее время. Всего вам хорошего. Конкурс отличный, мне очень понравилось. Думаю, что буду участвовать в нем и в следующем году. В следующий раз, когда я уже на опыте приду, когда я буду готов, у меня получится лучший результат.